2010 году медиа, как и вся страна, получила некую такую независимость. И было непонятно, что с ней надо делать и куда дальше, собственно, идти. Потому что всегда медиа находилась под контролем, так или иначе. И, наверное, тогда и появилась мысль о том, что нужно создавать медиакомитет. Медиакомитет был, вообще медиакомитет создан и из 3 структур: ассоциации частных телевещателей, ассоциации государственных телевещателей и ассоциации рекламных агентств. Это вот все 3 направления, они работают в одной отрасли, да, в области медиа и рекламы. А для чего нужна была ассоциация и ассоциации вообще? Это чтобы нас услышало. То есть то же самое государство, та же общественность. Очень удобно иметь один голос для всей медиаиндустрии. На самом деле телевизионная отрасль, медиаиндустрия, она мало чем отличается от любой другой отрасли. И здесь крайне важно объединяться, потому что, объединившись, мы можем больше защищать свои интересы. Поодиночке нас, может быть, никто и не услышит, но когда это будет большая организация, в которой представлено много организаций подобных, да, телекомпаний, медиакомпаний каких-то, тогда наш голос, он будет звучать громче. Дайыр чоң маселе бул ошо жалпы реклама жарнак базарынын өсүшүн камсыздоо маселеси, анын эрежелерин аныктоо маселеси деген чоң маселе бар. Мына ушул сыяктуу чоң татаал маселелерди чечиш үчүн албетте жанагындай кесиптик жактан биргелешкен бир ассоциациялар сөзсүз болууга тийиш. Для перехода и технического переоснащения для Казахтелекома. То есть во все времена, сколько существовало медиа и телевидение, законы о телевидении, радио, рекламе, медиа всегда принимаются отдельно от участников. То есть рынок сам по себе, законы сами по себе. Зачастую люди, которые принимают, разрабатывают законопроекты, они некомпетентны в тех областях, которые интересны и важны для нас. И простой пример, последний из примеров, когда шла разработка законопроекта о рекламе, и когда медийщики принимали участие в этом законопроекте, мы получили более-менее реальный для нас вариант законопроекта. И если бы этого не было, то и закон был бы другим, тогда более жестким по отношению к медиаорганизациям. Независимым частным, тем более региональным телеканалам очень сложно, потому что рекламодателей очень мало. Но ассоциация по цифровому телевидению у нас есть, мы уже создали такую ассоциацию для независимых телеканалов и региональных телекомпаний, потому что мы должны собираться, мы должны вообще решать свои проблемы, вопросы вместе, потому что одна телекомпания не может решить, поднять эти вопросы один. Любой рекламодатель, когда обращается на какой-то канал, хочет разместить рекламу там, ему необходима информация о канале. Кто его аудитория, кто его смотрит, в каких возрастных группах, мужчины это или женщины, есть ли дети, то есть вся эта информация. У наших каналов такой возможности пока не было до 2011 года, когда начали проводить медиаизмерения. Бизде ушунун бардыгы, мындайча айтканда, божомолдорго, ички интуицияларга, же бир кайсы бир адамдардын мындай жүргүзгөн саясатына гана байланыштуу болуп келатат да. Биз реалдуу түрдө коомчулук эмнени көрүп атат, эмнени каалайт жана эмнени каалабайт деген суроолорго эмнегиче жообубуз жок. Ошондуктан жанагындай медиа иликтөөлөрдү биз заказ кылабыз жана заказ кылганга аракасыз болуп атабыз. Но на самом деле медиа-исследования, как таковые, они очень новые для нашего рынка, для нашей страны. И на сегодняшний день те компании, которые занимаются консалтингом, исследованием, у них нет достаточного опыта. И приглашение международных экспертов именно в этой области, которые смогли провести аудит и завалидировать наши данные, нашу методологию, послужило толчком к тому, что наши исследования, данные исследования стали использоваться не только на местном рынке, но и для сетевых агентств, например, в том же в Казахстане или в России. Уже на этапе продумывания методологии, да, уже было учтено мнение и представителей этой сферы, да, получается, как телеканалов частных и государственных, так и рекламных агентств, и привлечены очень серьезные международные эксперты. То есть они проводили аудит
как Хелен Харрисон, да, и Грэм уже подсказали нам, каким образом мы можем использовать каждый показатель, который мы получим в результате этих исследований. Это дорого стоит. Медиа-исследования финансировались при поддержке Офиса по переходным инициативам при ЮСАИДе, и определенную часть собирал сам рынок, то есть те же каналы и рекламные агентства. Но это была незначительная часть, а мы идем к тому, что увеличить процентное соотношение в нашу пользу, то есть люди теперь все больше и больше начинают использовать эти данные. Мы смогли уже заинтересовать не только те же самые телекомпании или рекламные агентства, но и самих рекламодателей. То есть они знают, что они могут использовать эти исследования, и они уже начинают им верить. Дело в том, что медиакомитет – это не только телевизионные каналы. Когда мы говорим медиакомитет, это все, что имеет отношение к медиа. Да? Это значит, будет возможность уже приглашать и других участников рынка. Это очень мощный интернет-ресурс. Это очень большой радийный ресурс, печатный ресурс. И медиакомитет уже сможет объединить в себя все направления, и вот тогда мы уже можем говорить о медиаотрасли и медиаиндустрии.